Я продолжаю писать карту дня на 20 июня. Это у нас понедельник. Мы с вами смотрим следующие 6 знаков зодиака. От весов до рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков, у меня под этим видео есть ссылочка на первую часть этого видео. Да, то есть нажимаете на ссылочку, переходите и смотрите. Еще можно оставить запрос в комментарии. Да, если вы не хотите искать, не знаете, где искать, можно так еще сделать. А мы смотрим дальше. Весы. Весы, 20 июня. Июня. События дня для весов понедельник. Покажите мне. Понедельник. Первое, что я у вас увидела, это костер. Костер показывает, что вы будете испытывать очень сильные, очень яркие эмоции. Как со знаком минус, так и со знаком плюс. Сейчас посмотрим по событиям. Может быть, события подскажут, что это больше будет, минус или плюс. Дама. Точно будет общение с какой-то женщиной, да, с которой у вас очень хорошие, теплые отношения, да, которая любит вас, вы любите ее. То есть это там мама, жена, дочка, может быть. Пустые разговоры, много-много разговоров, возможно, с этой женщиной. Еще вот есть парашют. Парашют говорит, что нужно не бояться и рисковать в этот день. Действовать. Так, будут преграды. Видите, какие-то препятствия, преграды будут. И ваша задача их перелететь, да, на парашюте, эти преграды. Не стоять перед ними, не думать, да, что с этим делать, а просто взять и быстренько все это перепрыгнуть. Здесь нет, нет, нет и нет совпадений. Больше я не увидела для вас совпадений. Получается, у вас 4 события. Нет, 5. Первое, это вы испытываете сильные эмоции. Опять же, да, то есть тут может быть как, например, приятные эмоции от общения с этой женщиной, да, там радость, счастье, так и минус от этих преград, да, когда вы злитесь, когда вы раздражаетесь. Поэтому не могу сказать. Но точно будут эмоции. Будет общение с какой-то близкой женщиной. Также вам нужно будет не бояться рисковать в этот день. Будут пустые разговоры и будет преграда. Вот такие события. Весы. Благодарю за внимание. Перехожу дальше я к скорпионам. Так, смотрим. Скорпиончики. 20 июня. Июня. Скорпионы. События дня на понедельник. Покажите мне. Так, смотрим. Скорпиончики. Что у вас? Приготовил, что вам понедельник. Сейчас увидим. Ага, дорогу приготовил. Вы можете куда-то пойти, поехать, полететь. Какая-то поездка может быть. Ага, преграды. Могут быть преграды, препятствия. Вы, может быть, в дороге, да, какие-то.
Валет показывает, что точно в этот день вы будете общаться с человеком, который вас любит. Да, ну, это кто-то близкий, да, то есть парень, муж, жена, подружка какая-то ваша. События в доме. Может быть, вы едете на какое-то событие. Угу. Смотрите, какая-то неприятная ситуация точно будет. Гроб выпадает. Ну, это вот, скорее всего, вот эти преграды, это и есть. То есть вы как-то воспримете эти преграды очень трагично, да, вот потому что гроб показывает, когда мы, да, вот можем прямо раздувать из мухи слона. И еще есть какое-то получение в этот день, долгожданное получение. Смотрим теперь здесь. Даму нельзя. Время. Видите, время. Куда-то вы будете торопиться. Время, а возникают преграды. Да, то есть из-за этих преград вы опаздываете. Да, то есть и это вас очень сильно расстраивает, злит, раздражает, понимаете? Поэтому следите как-то за временем. Если вам надо куда-то на определенное время, лучше пораньше выезжайте, потому что можно попасть или в пробку, да, то есть или будет там какая-то авария, придется ее объезжать, допустим, да, там, ну, в общем, будет перекрыта дорога, будет ремонтировать, понимаете, да, вот эти все истории. Или едете на транспорте, ломается, приходится пересаживаться, в общем, то, что периодически иногда бывает, и не вовремя обычно. Сейчас я еще досмотрю здесь. Нет, здесь нет, не вижу я. Получается, в этот день точно какая-то поездка. Нужно будет следить за временем, потому что возникнут преграды. Ну, возможно, здесь любимый человек, да, то есть какой-то, тот, кто вас любит, он вам как-то, видимо, поможет в этой ситуации. Также есть события, печальная ситуация, но я думаю, это она и есть, да, это вот эти преграды. И получение. Вечером еще может быть какое-то долгожданное получение. Возможно, какого-то документа. Письмо часто показывают либо документ, да, либо какую-то справку, бумагу, конверт. Посылка еще может быть. Посылка. Так что, скорпионы, вот такая информация. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к стрельцам. Смотрим, стрельцы. 20 июня. Июня. Понедельник. События для стрельцов. Покажите мне. Смотрим, стрельцы, что у вас интересненького будет. Солнышко, отличное настроение у вас выпадает на понедельник. Прям с утра застолье нельзя. Надежда. Подсвечник, надежда, оптимизм. На что-то надеетесь. Интимная связь. Кровать. Ну, кому это актуально. Рыбка, неприятный разговор с подружкой, другом. Парашют показывает, что вам нужно не бояться рисковать в этот день. Дама, общение с женщиной, с которой у вас очень хорошие отношения. Так, и смотрим периметр. Смотрим горизонтали сначала, я смотрю, потом вертикали. Горизонтали нет.
Вертикаль тоже не вижу ничего. Получается, у вас с утра отличное настроение, вы на что-то надеетесь, интимная связь будет в этот день, будет общение с подружкой, и оно может закончиться ссорой, ну, с подругой, другом, то есть с какими-то приятелями, может закончиться ссорой. Дальше показывает, вам нужно в этот день не бояться и рисковать, если предоставится такая возможность. И также еще будет общение с какой-то близкой женщиной, да, то есть обычно это мама, дочь, супруга, сестра, как вариант еще может быть. Вот такой день, стрельцы. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к козерожкам. Козерожки. Смотрим, что у вас. 20 июня. Понедельник. События дня. Так. Что-то у вас тут бардак у меня произошел. 20 июня. Смотрим, что там такое у вас. Ага, застолье. Какое-то, наверное, очень бурное будет у вас застолье, потому что у меня карты перевернулись полколоды. Неприятность произойдет по вашей вине, поэтому можно избежать, если каждое свое действие контролировать. Слезы. Ну, вот, чтобы не было слез, да, и неприятностей. Смотрите. Так, финансовые операции. Ссора с друзьями. Рыбка показывает, может быть, на застолье, как вариант. У меня еще была такая мысль, на застолье неприятность. По вашей вине, возможно, вы начнете ссору, как вариант еще. Ножницы показывают, что решится у вас. Решится вопрос, решится какое-то дело. Может быть, это ссора, да, разрешится. Вы там договоритесь до чего-то. Найдете компромисс. Угу. Надежда, оптимизм. Так, сейчас я еще проверю горизонтали, вертикали. Горизонтали нет. Кораблик нельзя. Ага, еще, ага, вот как у вас тут. У вас здесь неприятность и по вашей вине, и неприятность не по вашей вине. Очень интересно получается у вас. Возможно, то есть, получается, в неприятности будете виноваты не только вы. Все-таки тут два человека будут виноваты. И вы, и кто-то другой. Ну, правильно, в конфликте всегда виноваты двое. Поэтому, скорее всего, это конфликт. Так, получается, здесь нет. Смотрите, что у вас. Застолье. Дальше идет неприятность по вашей вине и неприятность не по вашей вине. Да, ну, я так понимаю, что это вот одномоментно произойдет. То есть, будете виноваты и вы, и кто-то другой в том, что произошло. Слезы. Финансовые траты какие-то, ссора, вот это вот она, скорее всего, и есть, ссора с приятелями, друзьями, разрешение, да, каких-то вопросов, дел, опять же, скорее всего, это вот этой ссоры, разрешение, и надежда, оптимизм, да, то есть после этого всего появляется надежда на то, что все будет хорошо. Вот такое интересное приключение у вас будет в понедельник. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к водолеям. Смотрим водолеям.
20 июня, понедельник. События для Водолеев. Покажите мне, пожалуйста. Костер у вас выпадает. Вы будете испытывать сильные эмоции в этот день. Будете или радоваться, да, или злиться, или влюбитесь. В общем, какие-то очень сильные эмоции. Сейчас, может быть, посмотрим. Будет какая-то подсказка. Но рядышком уже не выпало ничего. Успех выпал. Карта успеха. Карта победы еще. Может победу показывать. Лавровый венок. Череп – это тема здоровья, тема медицины. Ну, обычно показывает, что мы себя плохо чувствуем, да, то есть или мы занимаемся своим здоровьем. Может быть, победа, да, то есть в лечении какая-нибудь. Луна, смотрите, Луна показывает важное событие будущего. То есть это единственное событие, которое будущее указывает. 5-й ряд говорит о том, что через 50 дней, давайте с вами считать, 10 это июнь закончится, 30 это где-то 10 августа приблизительно. Что-то прям очень-очень важное, очень глобальное произойдет, да, такое вот прям, ну, важное для вас, где-то 10 августа. Ну, в десятых числах там может быть плюс-минус несколько дней, ну вот первая половина, скажем так, первая половина августа. Готовьтесь. Так, здесь нет. Весы нельзя, потому что у меня обе карты зафиксированы, я не могу ни одну, ни другую переложить. И здесь нет. Получается, у вас вы точно испытаете сильные эмоции, скорее всего, в первой половине дня. Прям очень сильные. Дальше во второй половине дня будет успех. Тема здоровья, медицины будет актуальной. И одно указание на будущее. 10 августа, да, себе это где-то пометьте галочкой, да, что что-то может интересненькое произойти в этот период. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к рыбкам. Рыбки остались еще у меня. Смотрим, рыбки, что у вас. 20 июня. Так, хотели убежать. 20 июня. Смотрим, что тут у вас будет. Встреча с двуличным человеком будет точно. Поэтому присмотритесь, кто-то вам там мило улыбается, да, в лицо, а за глаза может про вас там гадости разные. Ага, дорога точно будет, потому что я когда мешала, у меня пытались карты убежать от меня, да, то есть они тогда уже мне показали дорогу, а события только подтвердили. Точно может быть какая-то поездка, куда-то вы пойдете или поедете. Пингвин — это выбор, да, или. И пока вы думаете, вы можете упустить один из вариантов. Поэтому надо как-то скорее принимать решение. Ну, если вы хотите, чтобы выбор был. Солнышко, отличное настроение. Гармоничные отношения дома между членами семьи.
какая-то неприятная ситуация. Со временем, скорее всего, будет как-то связано. Если выпадает будильник, говорит, проблема со временем. Да, может быть, дорога на определенное время. Да, то есть вы сталкиваетесь с какими-то препятствиями. То есть нужно будет следить за временем. Письмо, долгожданное получение какое-то. Возможно, вот много радости доставит как какой-то документ. Сундук есть, да, сундук есть. Сундук — это финансовые операции. Могут быть траты, переводы какие-то, снятие денег, то есть что-то с деньгами будет связано. И здесь нет совпадений. Смотрите, значит, у вас получается, с утра будет встреча с каким-то двуличным человеком, вы стоите перед выбором, у вас поездка, отличное настроение, получение, гармоничные отношения в семье, какая-то неприятная ситуация, да, вот есть, конечно, минус, неприятная ситуация, скорее всего, связанная со временем, поэтому вот это, скажем так, в ваших руках этого избежать. И траты еще могут быть в этот день. Ну, траты не будем называть, да, то есть какие-то финансовые операции. Ага, и еще вот успех увидела, пока рассказывала. Лавровый венок, успех, победа. Поэтому, что бы тут ни произошло, точно не расстраивайтесь, да, то есть успех будет за вами. Но на всякий случай все контролируйте, особенно время. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.